Проблема обеспечения населения Абхазии качественной электроэнергией актуальна почти для всех районов страны. Энергохозяйство республики находится не в лучшем состоянии, хотя руководство республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы поддержать энергосистему в рабочем состоянии. Жители поселка Гумиста не помнят, когда в их домах было нормальное напряжение в сети. По их словам, обычно оно не превышает 110 вольт. Невозможно пользоваться электроприборами, не работают холодильники и телевизоры. Мы согласны уже и на 170 хотя бы, потому что у нас до замены трансформатора, сейчас пока рано что-то говорить, но в розетке 110 вольт, 120 вольт. Уже ни один стабилизатор не вытягивает, мучаемся одним словом. Причина такого низкого напряжения в сети в устаревшем оборудовании, а именно старых линиях электропередачи и отслужившем свой срок трансформаторе. Помочь решить проблему вызвались депутаты Сухумского района. Благодаря их содействию необходимые средства на приобретение нового трансформатора и его установку, а это более 1 миллиона рублей, были выделены правительством Абхазии. Трансформатор, который обеспечивает данный поселок, находится далеко от жителей села, поэтому они получали некачественное напряжение, нестандартное напряжение получали. Ну и по просьбе населения, благодаря местных депутатов, значит, правительство нам выделило средства на приобретение вот такого хорошего трансформатора. Он и внешне красивый, и внутренне отвечает на все стандартные нормы. Вот, и установили здесь. Мы начали вчера устанавливать, получили позавчера, начали вчера устанавливать. И сегодня, наверное, завершим. Мы разгружаем тот трансформатор, который питал напряжением данный поселок. И запитаем мы с нового трансформатора. Ранее в селе Нижняя Ишера специалисты Черноморэнерго начали полную замену опорных столбов и линий электропередачи. По их словам, эта работа также будет завершена в ближайшее время, благодаря чему жители сел будут обеспечены более качественной электроэнергией. Ирина Аршпа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.